Это производится в Узбекистане, город Маргилан. Маргилан славится, что много мастеров, это ручных работ. Вот это коконы за месяц кормятся. Они кушают червяки, тутовые листья. 5 раз в день надо кормить. А чтобы был температурный режим, теплота 28-30 градусов в комнате. Комнатные условия кормят коконы. А когда выращиваешь вот это, и его собираем и разматываем нитки. После того мы делаем получаются такие нежненькие натуральные шелк. Телегрейки, допустим, да, душегрейки, вот, теплые костюмы, да, пиджаки. Стеганые, внутри вата. Из натурального хлопка. Хлопок натуральный, внутри вата находится, не синтефон. Потому что это и в жару дышит хорошо, и когда холодно. Вот это, например, все ручной сотканной ткани. Это и тело дышит в жару, 100% шелк, шелкопряд. Мы делаем украшения из серебра, природных окаменелостей, природных минералов, необработанных. Вот как они в первозданном виде находятся, для нас очень важно сохранить вот именно природу, так как оно в жизни существует, и донести до наших клиентов, чтобы они могли это почувствовать, на себе носить историю, вот это вот наследие нашей земли. Ну вот эта вот коллекция у нас новая. Это для волос. Да, это шпилька для волос, древняя скифия. Здесь вот как раз скифские гравировки всех скифских зверей. Стилизована по находкам маржана у нас в Кызыле. Размер тоже такой же соответствует, как историческому. Но здесь уже наша стилизация. У нас есть еще экземпляр из коллекции «Эволюция». Мы с ней заняли 2 место на международном конкурсе «Лучшие украшения России». Вот. У нас там все, сертификаты на них, все есть. Что он подлинный. Это трилобит, 420 миллионов лет ископаемому. Вот, он находится сейчас в породе, специально его тоже не вытаскивали, чтобы первозданный вид сохранить. Сколько это стоит? 100. Клыки, кабарги, саблезубый олень у нас есть в Красноярском крае. У самцов заместо рогов клыки. Да. Ничего себе. А вот это очень необычно. Это спил рога изюбря. Тоже кольцо такое. Как необычно. Мы изготавливаем кружево ручной работы на коклюшках с техникой елецкие кружева. Промыслу елецкие кружева больше 330 лет. Это традиционный промысел для этого места, для Ельца. К сожалению, в последнее время сокращается количество кружевниц в городе, но они пока еще, слава богу, есть. Потому что есть преемственность и передается из поколения в поколение это мастерство. В семьях именно. В семьях, да. Как раз к этой выставке сплели очень красивый кейп из шелка и золота. Ага, покажите, пожалуйста. Вот он, конечно, совершенно уникален. Это золото и шелк, это работа, которая, в общем-то, занимает очень много времени. То есть это 12 месяцев труда по 8 часов в день. А подскажите, какая стоимость? 190 тысяч. Наша фабрика более 100 лет занимается производством национальной чувашской одежды с национальной чувашской вышивкой. В основном наши изделия – это изделия из льна с национальной чувашской вышивкой. Самая, например, интересная модель, ходовая модель, вот это вот у нас из зеленого льна, да, платье с чувашской вышивкой. У нас прям чуваши обожают ее и покупают. А скажите, вот интересно, молодежь носит? Да, мы выезжаем на различные выставки за пределы Чувашской республики. Вот, например, сейчас мы приехали в Казань.
И молодежь пользуется спросом и покупает наши изделия, и носит ее с удовольствием. Жаки, это вот наша новиночка. Это получается, здесь материал также лен, наполнитель синтепон, очень теплое и прям интересное изделие. Сейчас многие мимо проходят и смотрят именно эту модель, потому что актуально в данную погоду. Да. А какова стоимость, вот, например, назовем это бомбер? Ну, это получается жакет с чувашской вышивкой, мы называем, стоимость 12 600.